Здравствуйте! В эфире на канале АТВ «Тема дня», ведущая Елизавета Ротарь и гость в студии, председатель муниципального совета города Камрад Влах Георгий Иванович. Георгий Иванович, добро пожаловать к нам на передачу. Добрый день. Георгий Иванович. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я очень рад, что меня пригласили сегодня на телевидение. Нам тоже будет очень приятно с вами пообщаться, и чтобы вы ответили на некоторые вопросы, которые волнуют не только нас, как журналистов, но и наших уважаемых телезрителей. Георгий Иванович, 27 ноября 2023 года состоялось первое учредительное собрание муниципального совета города Камрад, где большинством голосов вы были избраны на должность председателя муниципального совета. Сегодня ровно 3 месяца, я вас, кстати, с этой датой поздравляю. Скажите, что удалось за эти 3 месяца, как вообще работает совет, как вам удалось сформировать советников, объединить их, чтобы работали на благо нашего города? Сегодня действительно ровно 3 месяца, как меня избрали председателем. Вроде бы это много, но по большому счету это не так много. Это начало работы вашей. Какую-то работу мы проделали за эти 3 месяца. Во-первых, что нам удалось? Мы сформировали 5 профильных консультативных комиссий. Мне кажется, это самое сложное в работе муниципального совета, создавать эти рабочие комиссии, да? Нет, это по большому счету не так сложно. Во-первых, каждый советник имеет какую-то свою гражданскую профессию, и каждый добровольно выбирал ту комиссию, где он хочет. Были комиссии, где набрали чуть больше, потом мы их путем голосования распределили, и получилось, что все 27 советников где-то заняты в комиссиях. Избрали в комиссиях председателей, секретарей. В чем роль этих профильных комиссий? Смотрите, любое заявление граждан, которое поступает при мэрию или в муниципальный совет, сперва попадает в эти профильные комиссии, и там и рассматривается, подготавливается, и только потом попадает на совет. Голосования. Для голосования. И на совете уже путем голосования решается большинством голосов решается тот или иной вопрос. Для этого нужны эти профильные сложно комиссии. было создавать профильные комиссии? С какими трудностями вы сталкивались? Расскажите. Нет, абсолютно нет. У меня практики как таковой. Я первый раз нахожусь в совете, и для меня удивительно было, как все легко прошло. Георгий Иванович, вы человек новый в политике, да, можно так сказать, и сразу должность председателя совета. Вы были готовы к тому, что вас могут избрать на эту должность? Нет, я абсолютно не был готов к этому, я не готовился. Больше вам скажу, что я категорически был против, чтобы занимать какие-то должности в совете. Я просто хотел искренне помочь городу, понимаете, как наступает в жизни такой момент, когда вы хотите оставить какой-то след, оказать какую-то помощь. Я думаю, этот момент у меня, наверное, настал. И При разговоре со мной, по телефону, когда мы с вами говорили, вы сказали, что вы человек военный, любите дисциплину. Расскажите коротко о себе, какие должности вы занимали для наших телезрителей, чтобы немножечко познакомить. Конечно, я уверена, что вас в городе знают очень многие, но тем не менее на новой должности расскажите о себе немного. Во-первых, я родился и вырос в городе Камрад. Я учился в 6-й школе, закончил 8 классов, а затем поступил в Котовский строительный техникум. Я по профессии строитель. Затем служба в вооруженных силах, затем вернулся в город Камрад и стал работать по своей профессии. Работал на заводе ЖБИ. Затем страна развалилась, надо было менять профессию, были предложения, я поступил на службу в органы внутренних дел. Начинал свою деятельность с участкового инспектора, и в основном почти вся моя деятельность была связана с муниципальной полицией. Затем я возглавлял муниципальную полицию города, потом я возглавлял муниципальную полицию района, а потом дослужился до комиссара Камрадского РКП. Кроме того, что я
возглавляю компанию, значит, которая предоставляет услуги безопасности, я еще и занимаюсь общественной работой. Я являюсь председателем Совета ветеранов силовых структур Гагаузии. Мы часто собираемся, обсуждаем те или иные моменты. На одном из таких заседаний, значит, были предложения, чтобы наши ветераны были привлечены к развитию своих городов и сел. И было принято решение о том, что наши ветераны, имея такой вот опыт работы в правоохранительных органах, это все образованные люди, наделенные опытом, мудростью, они должны принимать участие в развитии своих населенных пунктов там, где они живут. И действительно, на эти выборы показали, мы, значит, имеем из 30 населенных пунктов, один ветеран у нас стал примаром, значит, несколько ветеранов стали заместителей примаров и более 20 советников. Вот на одном таком заседании, значит, было предложение нашей ветеранской организации баллотироваться мне в советники в муниципии Камрад. С их помощью я стал советником. Вот так все и было. В этой организации у нас какое количество людей? Значит, у нас по Гагаузии более 300 ветеранов. Это только правоохранительных органов МВД. Но есть еще и карабинеры, и пограничная полиция, и это самое. Но это заседание было в рамках работников. А чем занимается вот эта организация на данный момент? Основная наша деятельность это оказание помощи нашим ветеранам, те, которые не могут что-то самостоятельно. Значит, наша вообще ветеранская организация это в системе МВД. Значит, мы те, которые сегодня полицейские или вот таким образом как гражданские, как я работаю, мы, значит, перечисляем свои 2% в эту ветеранскую организацию. Эта ветеранская организация занимается тем, что организовывает турниры, какие-то помощь ветеранам, разным мы этим занимаемся. Это общественная работа, которая мне нравится. Я хочу вам сказать, что работа с советниками города, где 27 советников, да, это нелегкая работа. Вообще вот успешные отношения между председателем муниципального совета и советниками строятся на основе взаимного доверия, да, и понимания. Вот удается ли вам построить вот эти отношения с советниками? Вот каким образом вы решаете, если возникают спорные вопросы? Потому что мы наблюдаем со стороны, что очень часто эти спорные вопросы есть во время заседания муниципального совета. Ну, во-первых, я начать с того, что согласно молдавского законодательства о местном публичном управлении, такой должности, как председатель совета, на постоянной основе отсутствует. И только в гагаузском законодательстве должность председателя муниципального совета существует на постоянной основе. Ну, по большому счету, я такой же советник, как и все 27. Ну да, конечно. У меня, как я стал советником, то есть 27 советников просто проголосовали за меня, чтобы я стал председателем, а за председатель, в свою очередь, занимается организацией работы, координирует работу совета и консультативных комиссий. Вот и все, никаких таких... Других полномочий нет, да? Нет, абсолютно. Я вам скажу больше, что председатель муниципального совета это не освобожденная должность. То есть это вы на общественных началах, абсолютно бесплатно работаете? Абсолютно бесплатно работают все советники, в том числе и председатель муниципального совета. Единственный человек, который получает заработную плату в муниципальном совете, это секретарь муниципального совета, который каждый день ведет дело производства, протокола и так далее. Все остальные работают на общественных началах. И порой люди думают, что вот председатель муниципального совета это какой-то там монстр, который может решить любые вопросы. Нет, это не так.
в любой вопрос решается большинством голосов. Да. Какие вы задали вопрос по поводу спорных моментов? Такие моменты бывают между советниками. Но я вам хочу сказать, что все 27 советников, без исключения, это все патриоты города, которые хотят развивать город. И когда возникают какие-то спорные моменты, путем консенсуса приходим к какому-то общему мнению, и во главу угла ставится в первую очередь это развитие города. Поэтому я бы не сказал, что споры бывают очень такие яркие. В основном мы находим общий язык и голосуем. Но я почему задаю этот вопрос, потому что мы же наблюдаем за заседанием совета, муниципального совета. Раньше, по крайней мере, мы очень часто видели вот эти конфликтные ситуации. Сейчас пока вроде бы начало работы, все хорошо. Но раньше мы наблюдали за тем, вот в прошлом созыве, что в совете есть какие-то группировки, да, советники объединяются в зависимости от партии, да, от одной партии или в зависимости от каких-то своих интересов. Это было. Постоянно споры, ругались, особенно вот за последние 8 лет мы за этим вот наблюдали. Вот хотелось бы узнать сейчас, ну, наблюдаются тоже вот эти группировки, есть в Совете? На ваш взгляд, конечно, как вы считаете? Вы все равно внутри больше видите, больше понимаете, как там чувствуете больше этих советников? Как вам сказать? Я бы не назвал это группировками. Ну, как называют в городе? Это есть единомышленники. Да, давайте группа, имелась в виду группа людей. Одни думают развитие города так, другие думают чуть по-другому. И это нормально, понимаете как? И не может быть этих групп сегодня только потому, что если взять состав муниципального совета, значит, партии почти не представлены. В основном, мне сложно сказать, да? Но думаю, где-то из 27 советников 20 независимые. И поэтому у них нет там где-то председателя партии, который может им говорить, что они там должны как голосовать. Каждый голосует, как ему подсказывает его собственные убеждения и сердце. Поэтому такого нет, чтобы были какие-то группы. И думаю, и надеюсь, что этого и не будет. Но 4 года еще впереди, посмотрим. Вот на ваш взгляд, насколько состав нынешнего совета вот активно и профессионально принимает решения вот именно в пользу граждан? Ведь мы же понимаем, что когда выдвигаются советники, они людям обещают, что они будут решать только вопросы граждан. Да? С какими вопросами к вам вообще обращаются граждане и как они вот разрешаются? Жители города обращаются с разными заявлениями, и не только ко мне, и в примарию, и в муниципальный совет. Обращаются в основном по вопросам земли, по вопросам строительства, по вопросам незаконного строительства, по вопросам бродячих собак, по вопросам благоустройства территорий. Очень много разных заявлений. И мы, советники, пытаемся, во всяком случае, я не замечал таких моментов, чтобы советники как-то были против каких-то инициатив граждан. Мы всегда стараемся их поддержать. Да, поддерживать. По поводу бродячих собак вы сказали, это огромная проблема у нас в городе. Скажите, вот как эта проблема разрешается? Потому что вроде бы есть у нас питомник, да? Как этот питомник работает? И мы наблюдаем в городе очень много бродячих собак, и даже кидаются уже на людей. В социальных сетях об этом пишут очень много. Вот как решает муниципальный совет этот вопрос? Ну, понимаете как, вот само понимание питомника, мы почему-то все думаем, что вот питомник есть, и он решит все проблемы. Все не решит, но хоть частично, и вообще у нас в стране, на юге, по-моему, должен быть серьезный питомник для собак. Питомник должен быть, но он не решает всех проблем, которые существуют сегодня в городе. Значит, во-первых, этот питомник это большой плюс вообще для города, что такой питомник существует. Там всего 23 вольера.
Это что значит 23? 23 вольера – это, ну, если простыми словами, это клетки, где для можно собак, да? Держать собак. Вот чтобы вы понимали, в одной клетке рассчитано только для одной собаки. То есть если по большому счету считать просто арифметически, это 23 собаки. Значит, смотрите, как устроена работа питомника. Значит, в питомнике есть два работника. Один ветеринар и один ловец. Они вылавливают этих собак бродячих, скажем так, которые находятся в городе, или сами люди, граждане, привозят этих собак туда, в питомник. Значит, их стерилизуют. Если это маленькая собака, то ее выпускают. Если это большая агрессивная собака, ее содержат в этом питомнике. Но, как вы понимаете, нельзя это все проконтролировать. Были моменты, когда из соседних сел завозят своих собак, тоже вылавливают там в селах и выпускают их здесь в городе Камрад. Очень много собак. И очень агрессивно. И я вам скажу так, это очень серьезная проблема. Ее очень сложно. Это и в плане финансов, и в плане гуманности. Это очень сложная проблема. Раньше их просто отстреливали негуманно. Понимаете как? А сейчас нельзя их отстреливать? Сейчас нельзя по законодательству Республики Молдова, нельзя ни отстреливать, ни усыплять, ничего. Максимум, что мы можем, это вылавливать, их стерилизовать и выпускать. Но есть агрессивные собаки, которые кидаются на людей, их стараются изолировать и держать в этом питомнике. Какие проблемы сегодня у питомника есть? Значит, проблемы следующие. Во-первых, не хватает вольеров, этих клеток. Во-вторых, для того, чтобы организовать собственную, значит, стерилизацию, для того, чтобы экономить какие-то средства, значит, нужно создать лабораторию. Это практически это как хирургия в больнице города Камрад. Понимаете, должна быть чистота, стерильность и так далее. Должен быть дисбарьер, то есть машина заезжает, там все инфицирует, все должно быть стерильно, чисто. Это очень сложный вопрос и очень дорогой. Поэтому мы в этом году даже утвердили бюджет, сумму я не помню, но что-то в пределах 600 тысяч лей, это только для питомника. Ну, для каких целей? В этих деньгах есть заработная плата этих работников, двух работников, это и приобретение кормов, это и... Да, их же надо и кормить. Да. Это и вот мы запланировали на этот год закупить им транспорт, которым они будут возить этих собак. То есть работа ведется. Конечно, сегодня можно критиковать работу этого питомника, работу примарии, все, но вы поверьте мне, что работа ведется. Да, возможно, она недостаточна, но она ведется. Но вопрос очень сложный. Этот вопрос очень волнует наших граждан, потому что очень многие жалуются на то, что есть даже укусы собак. То есть вы как бы контролируете этот вопрос, да, как примария? Мы контролируем, но вы поймите, что наши действия ограничены. Нас ограничивает невозможно сегодня. Ну, посмотрим, были такие предложения, как построить дополнительные вот эти клетки, вольеры. И, может быть, просто вылавливать этих агрессивных собак и содержать там. Ну, вы понимаете, что даже содержание этих собак – это очень дорого. Очень дорого. Вы чуть выше говорили о том, что есть у нас 27 советников, да, и вы разделили всех по участкам. Я даже обратила внимание, что на сайте муниципия Камрад есть график работы, приема граждан советниками муниципального совета. Расскажите, вот на февраль-март у вас есть график, да? Так будет все 4 года. И как осуществляется этот прием граждан? Когда люди могут приходить к советникам, ну, не знаю, просто поговорить или своими проблемами? Мы разделили город на 27 округов. Закрепили за каждым округом одного или двух советников, в зависимости от того, кто где проживает и у кого какие контакты с гражданами. В конце концов, у кого там избиратели, этих советников уже избирали. Да, конечно, да. Кому где удобнее. Надеются, там, где было ясно, что он родился и вырос, там ему проще там работать в этом округе. Были моменты, где два советника из одного округа. И тогда мы пошли другим путем. Мы закрепили, значит, по два советника. То есть два советника обслуживают два округа. К примеру, там, 2-й и 8-й. Ну, это такой пример. Мы
разработали график приема граждан с советниками, чтобы не получилось, что советники — это люди, которые не встречаются с гражданами. Конечно, мы все время должны с гражданским обществом работать. Да. Потому что у людей возникают проблемы, они должны о них говорить, писать, а мы, как народные избранники, должны максимально сделать для того, чтобы было комфортно людям жить в этом городе. Мы разработали график, и у нас получается сейчас первый график разработан на февраль и март. Значит, каждый советник по этому графику обязан один раз в месяц быть в примарии с 14 до 15 часов. В фойе где вам это? Мы решили, что вот фойе есть, когда вы заходите сразу слева. Где окно, да? Да, есть... да. Вот туда явиться, там будет советник, единое. Он выслушает или поможет вам написать заявление. И дальше зарегистрирует. Подскажет, там, какой кабинет, зарегистрирует. То есть это огромная работа. Дальше это заявление попадет, к примеру, если это на имя муниципального совета, это ко мне. Если это к примару, значит, это заявление попадет к примару. Это заявление потом адресуется к специализированному, скажем так, специалисту примарии. Как правило, это или юристы, или землеустроители. Значит, они, специалисты, рассматривают это заявление с точки зрения, с юридической точки зрения, готовят решение. Потом эти решения подготовленные проходят через профильные консультативные комиссии и обсуждаются, только потом попадают на совет. И когда на совете уже докладывает и специалист докладывает, и председатель профильной консультативной комиссии. То есть мы имеем два мнения. Как правило, они совпадают. Ну, бывает и по-другому. Но советники голосуют, у вас система такая электронного голосования, да? Вот интересует вот такой вопрос, когда советники голосуют, где-то регистрируется, вот кто как голосует, или это общая картина, вот то, что мы видим на экране, да, с зеленым светом «за», там красным «против», но непонятно, кто как голосует. То есть это... Скажу вам так, картина. Сегодня происходит голосование, я его назову коллективным голосованием. То есть непонятно, кто как голосует. Я лично мое убеждение и мое мнение, надо голосовать поименно, открыто. Да. Наши избиратели, люди ждут этого, они хотят знать, кто как голосует. Наши избиратели должны знать, как голосовал их избранник по тому или иному вопросу. Потому что коллективное голосование дает, знаете, как возможность поступить не так, как хотят наши избиратели. Это в первую очередь. Я вам хочу заметить, что немножко нет доверия, потому что это же электроника, там может быть сбой, там может быть все что угодно, и не учитывать тот или иной голос. Поэтому, я вам скажу больше. Я когда вышел с такой инициативой, не в самом совете, а обсуждал с советниками, которые не первый созыв, а дважды, трижды уже были советниками. Опытные, да? Я почему-то по своей наивности думал, что вот они меня первые, кто поддержит в этом, что вот нужно голосовать поименно и так далее. Так вот я вам скажу, что они первые, которые сказали, что не надо этого делать. Они теры. Я не знаю почему, но знают, что не нужно показывать людям, кто как голосует. Но я вам скажу так, что рано или поздно мы все равно вернемся к этому вопросу, и мы будем голосовать поименно. Во всяком случае, я убеждаю советников в этом, и есть у меня единомышленники, которые хотят этого же. Ну вот я помню, что мы наблюдали и в Народном собрании, тоже они голосовали электронное голосование, но на сегодняшний день они все голосуют, поднимают руки, как это привычно было для всех, и видно, кто как голосует. Это справедливо. Да, очередное заседание муниципального совета состоится 29-го, да, совсем скоро, через пару дней. И какие вопросы будут обсуждаться, если можете назвать там 3-4 вопроса, которые самые такие вот актуальные, и, может быть, какие-то спорные, важные вопросы. Да. Я не успел, скажем так, ознакомиться с повесткой дня. Если вы мне позволите, я зачитаю, я себе здесь выписал. Так. Значит, вот, 29 февраля
Значит, на заседании Совета будет рассмотрено 68 вопросов. Ну, вы обычно раз в месяц заседаете, да? Мы заседаем. Но вопросов накапливается очень много. Как правило, мы заседаем один раз в месяц. Может, чаще надо, потому что 60 вопросов рассмотреть, это надо целый день. Нет такой необходимости. Нет необходимости. Это нормальный график работы. Вот смотрите, только на 29 февраля у нас запланировано 68 вопросов. И к этим вопросам есть еще 100 подвопросов. Разные, один вопрос может быть и с 20 подмоментами. Ну, как правило, это все... Значит, но вы их, наверное, объединяете, там наверняка мы их объединяем, иногда голосуем блоком. То есть это не так сложно. Это одна, я вам скажу, что в основном 80% этих вопросов это связано с землей. Часть вопросов это бюджетные вопросы. Значит, вопросы строительства, благоустройства, продление разрешений, разные, значит, бывают вопросы. Один из вопросов это, значит, на прошлом заседании Совета поднимался вопрос, примар был в командировке в январе месяце. Так, кстати, я хотела, чтобы за рубежом, задать вам этот вопрос. Я смотрела этот муниципальный совет и потребовали отчета, да? Но примар должен отчитаться. По законодательству так должно быть. И один из советников вышел с таким ходатайством, советники поддержали, и я думаю, ничего здесь такого нет. Да, абсолютно правильно, даже всем очень интересно было жителям тоже. Примар должен вот в этот раз на этом совете отчитаться за это. Ну, всем понятно, что он поехал по работе, где-то там встречался, деловые встречи, но закон требует того, чтобы он должен отчитаться. Но когда командируете примара, да, куда-то, наверное, в начале муниципальный совет, или муниципальный совет, наверное, принимает решение, да? Нет, потом отчет. В течение 3, я не знаю, как раньше было, но в течение 3 месяцев такого не было. Ну, если, во-первых, у Камрата есть много побратимых городов. Ну что мы, советники, мы собираемся один раз в месяц, мы что, должны специальные какие-то заседания делать, чтобы уполномочить примара куда-то поехать? Срочные, очередные? Нет, конечно, нет. Я думаю, что это все лишнее. Будет еще рассматриваться вопрос утверждения положения о наружной рекламе. На мой взгляд, очень серьезный вопрос. Что именно здесь вас, что побудило вот акцентировать такое внимание на наружной рекламе, потому что, ну, кто у нас в городе вообще с этой рекламой занимается? Примария? Да. Во-первых, законодательство изменилось. И мы сейчас, советники, должны принять положение, значит, закон Республики Молдова. Но мы, советники, в каждом селе, в каждом городе должны разработать собственное положение. Учитывая интересы, учитывая, значит, расположение города, ну, разные моменты. И вот на следующем совещании мы должны утвердить это положение, но, на мой взгляд, это будут очень жаркие дискуссии, потому что речь идет все-таки о выплате налогов. И понимаете, как местный бизнес должен опять, что не совсем понятно, что относится к рекламе, что относится к вывеске, что предприятие находится там или там. Ну, посмотрим, может быть, специалисты примарии подготовились и будут отвечать на наши вопросы. Вы не знаете, какие положения готовят? Мы не знаем. Нам выслали это положение, мы ознакомились с ним бегло, но я общался с некоторыми советниками, у многих есть вопросы и будут их задавать специалисту. И если это все устроит, то советники проголосуют за это. Если нет, то, значит, отложим на следующее заседание. Да, переносится вопрос. На мой взгляд, вообще этот вопрос должен был на публичных слушаниях. Конечно, знать мнение граждан. С теми специалистами, с теми предприятиями, которые занимаются, допустим. Если мы поспешно сейчас будем это принимать, мы можем столкнуться с некоторыми сложностями впоследствии. Понимаете как? Я думаю, что, ну, посмотрим, как пойдет. Ибо, может быть, специалист подготовленный и ответит на все возникшие вопросы. Но с налогами, вот, это интересный вопрос. Хорошо, что вы затронули. Вот на прошлом заседании у вас, когда вы принимали бюджет, тоже там было изменение в бюджет, были повышения налогов, да, на какие-то там
на недвижимость, насколько я помню, на заработную плату. Какие изменения, если вы помните, конечно? Я по памяти вам не скажу. Я вам скажу так. Во-первых, мы сделали очень большое дело. Это то, что мы приняли бюджет города. Ну да, конечно. Город должен работать. Да. Город должен работать, примария должна работать. Конечно. И здесь препоны с нашей стороны просто недопустимы. В Республике Молдова есть много сел и городов, которые еще не приняли собственный бюджет, потому что идет противостояние с примаром и советниками. В городе Камрад этого нет. Значит, мы, советники, можно сказать, с первого раза одобрили проект бюджета почти в том виде, как предложила его примария. Мы его одобрили, потому что мы понимали, что город должен развиваться и город должен работать. И какой бюджет вот на 24? Если память мне не изменяет, бюджет города 128 миллионов лей. Но, чтобы вы понимали, из этой суммы около 90 миллионов – это заработная плата. Это не только примарии, есть и творческие коллективы, это и детские сады, это и очень много те, которые на балансе примарии находятся. Обслуживание зданий и так далее. И только остальная часть на благоустройство и вот так вот. Бюджет, во всяком случае, мы там мало что изменили. Ну, один из моментов, что мне на память приходит, это мы увеличили налог для сельского хозяйства на небольшую там процент. И то увеличили его только по той причине, что 24 года, оказывается, этот налог не рассматривался. Да? То есть 24 года сельскохозяйственники платили вот фиксированный там какой-то налог, исходя там, я не знаю, как там строится это налогообложение, но в этот раз мы решили чуть-чуть поднять. И я так думаю, что это не болезненно будет неощутимо будет для сельского хозяйства, хотя у них тоже пару лет уже засуха, и с пониманием относимся к их трудностям. Но несмотря на это, город тоже должен развиваться. Ну да, 128 миллионов – это хорошая цифра для одного года, для развития города, со всеми даже и зарплатами, то, что вы говорите. Что планируется по благоустройству города? В прошлом году у нас активно строились дороги. В этом году что планируется? Дороги будем продолжать строить. Надеемся. Будем продолжать строить тротуары, дороги, потому что инфраструктура должна быть в городе, если мы хотим развиваться. На первом месте, да. Мы реализовали в прошлом году, если вы мне позволите поглядеть, мы реализовали некоторые проекты, которые финансировались из других стран. Сейчас я найду. Было много проектов, насколько я помню. Значит, какие проекты мы успели реализовать? Это утепление фасада и реконструкция кровли в детском саду номер 9. Значит, более 8 миллионов лей было профинансировано Сатул Европеан через центральный бюджет. Строительство футбольного поля в школе номер 1. Стоимость проекта 500 тысяч лей. В примарии была оплачена контрибуция в размере 10%. Строительство 4 футбольных площадок, школа номер 6, 2, 7 и в детском саду номер 4. Утепление и реконструкция молодежного центра «Аксис». Это в школе номер 6 молодежный центр. Там очень хороший такой центр. Там сейчас сделали по такую парковую зону. Приятно. Для молодежи, да? Для молодежи, это хороший проект. Да, А вообще для молодежи что еще делается? Ладно, давайте закончите с проектами. Теперь, значит, ремонт коридора и санузла на 4-м этаже в примарии. Коридор детского сада номер 5 и библиотека ремонт библиотеки в школе номер 1. Значит, приобрели мебели, инвентаря и техники для школ и детских садов. Предоставление звукового оборудования для Дома культуры и музыкальные инструменты для студентов педколледжа. Это вот то, что мы успели сделать за 23 год. На 24 год планируется что-то? Да. Есть? На 24 значит, планируем
незавершенные, наверное, есть проекты. Нет, я вам сейчас остановлюсь на новых проектах. Значит, планируем на 2024 год это благоустройство парковой зоны и реконструкции дорожного полотна по улице Достоевского, район Туканянска. Значит, данный проект уже в работе, заключен договор с подрядчиком. Общая стоимость проекта 11 миллионов лей. Контрибуция была оплачена, значит, Примарии в размере 10%. Это что-то в пределах 1 600 000. Да? Да. Этот проект финансируется через Агентство регионального развития. Значит, потом мы запланировали строительство канализации в районе Туканянска. Мы об этом говорили. Это только в Туканянске, да? Вообще с канализацией... Не в районе Туканянска. В районе, наверное, тема для простите, в районе Танк. В районе Танк, да. Значит, мы проводили публичные слушания по этому вопросу, если вы помните, месяца 2 назад. Значит, общая протяженность канализационных сетей будет почти 9 километров. Это, по-моему, 13 улиц и так далее. И одна насосная станция, где будет все концентрироваться и перекачиваться с улицы. Это тоже проект? По-моему, Островского. Деньги? Да, я остановлюсь чуть позже. И это Агентство регионального развития. И перекачиваться будет все на улицу Шевченко или Третьякова, вот мне сложно сказать. Агентство регионального развития, я знаю, это у нас есть такая организация, но деньги поступают с Кишинева или с зарубежных доноров? Это зарубежных доноров, если как правило. Можно уточнить, это через кто? Основные, значит, наши спонсоры или доноры, или как их можно назвать, это Федеративная Республика Германия, это поляки, Европейский Союз, да, в основном все проекты это Европейский Союз. Ну и республиканские есть проекты, которые... они поступают в республику, потом республика дальше распределяет. Вот сейчас, к примеру, значит, очень большой проект, вот буквально тронулся с мертвой точки, это городские очистные сооружения. Вы понимаете, это очень большая проблема муниципия. Я надеюсь, вы еще к нам придете, и мы об этом поговорим очень подробно, потому что это настолько больная тема, очистные сооружения, канализация, что об этом очень много надо говорить. Коротко сейчас расскажите об этом проекте. Не забывайте упоминать мне сумму. Да? Всегда всех интересуют деньги. И откуда? Значит, финансируется этот проект через Всемирный банк. И через Агентство регионального развития. Но это грант Примария или будет это оплачивать... кредитные деньги которые-то? Это грант? Это грантовые деньги, которые не будут возвращаться потом, или они должны возвращаться? Мы будем оплачивать этот проект в виде контрибуции. Контрибуция тоже не маленькая, поверьте мне, это просто... Если мы из собственного бюджета оплатим эту контрибуцию, мы просто обанкротимся. Какая сумма? Но согласно гагаузского законодательства, значит, 50% контрибуций, которые Примария оплачивает, должен возместить бюджет Гагаузии. Вот здесь мы встречаемся с некоторыми трудностями. То есть есть моменты, когда мы не можем начать этот проект только из-за того, что, значит, из-за контрибуций. У Примарии нету столько денег, мы там где-то общаемся, и с цифрами я там особо не владею, но исходя из того, что говорил примар, город сегодня зарабатывает больше 240 миллионов лей, и все идет в центральный бюджет, а обратно Камрад получает что-то в пределах 50-60 миллионов. То есть нужно, конечно, развивать и села гагаузские, вопросов нет, но когда мы просим о какой-то сумме вернуть в виде возместить нам контрибуцию, пока нет понимания. Долго решается этот вопрос. Долго решается. Что касается этого проекта, значит, финансируется, как я сказал, Всемирным банком. Значит, на данном этапе была отобрана компания, которая проведет работы по технико-экономическому обоснованию. И эти работы будут проводиться в течение 7 месяцев. Объясняю, что это такое. Компания какая и кто? Сложно, я не готов сказать. Значит, эта компания будет сейчас заниматься только расчетами. Да, нет, проектирование еще рано. Они будут сейчас заниматься только расчетами, что нам выгоднее. Реконструкция старых очистных сооружений или строить новые.
Наверное, все скажут, если проведете публичные слушания, что лучше строить новые, чем... Да, скажу вам больше, что если будут строить новые, значит, эта компания каким-то образом хочет связать очистные села Дизгинжа, Буджак, Кирсово и Бешалма, чтобы все стекалось в эти очистные сооружения. Если это будут новые очистные сооружения, это очень большие деньги. Я вам скажу, что еще неизвестна сумма, потому что непонятно, что это будет. Пока идут вот такие вот, как я сказал, технико-экономические обоснования. После этого будет запущена процедура разработки проекта сметной документации, после того, как примут решение, как это провести. Значит, и строительство. Стоимость данного проекта пока неизвестна в связи с тем, что пока не ясно, что будет. Это еще, наверное, 7 месяцев, да? Я вам скажу, что если этот проект, все вот как началось и будет идти, это будет все реализовано не раньше, чем через 2, может быть, и 3 года. Но поверьте мне, эти годы пролетят очень быстро, а Камрад заимеет свои очистные сооружения, и мы избавимся от этих лишних запахов там, в Ялпуге или в Кирсово. Делать, это нужно начинать и нужно делать, потому что об этом говорят уже больше 20 лет, понимаете, и вот по чуть-чуть ремонтировать — это не выход из ситуации. Об этом говорят, но вы должны понять, что это в плане финансов это очень крупный проект. Ну понятно, конечно, мы понимаем, это же город сам не может осилить силами это. города. Поэтому это вот, вообще мировая. Вот тут мы привлекаем других. Внебюджетные какие-то средства привлекаем доноров из рубежа. То есть, ну, скажу вам так, лед тронулся. Я думаю, что пойдет. Еще один проект у нас давно разработанный, уже где-то в течение 5 лет говорим об этом, это упаковочный двор. Это очень, очень хороший проект. Но это даст и новые рабочие места в городе. Это что за проект еще раз? Если коротко, упаковочный двор это ну, я простыми словами объясню. Это, к примеру, большой холодильник из нескольких моментов, где будут готовить сельхозпродукцию для отправки в Европейский Союз или вообще. Если сегодня, к примеру, кто-то хочет купить у нас виноград, он идет и ищет напрямую этого производителя этого винограда. А он не имеет такие способности. Этот виноград надо охладить, этот виноград надо упаковать, какие-то тарные ящики должны быть. И пойти к каждому по чуть-чуть, по чуть-чуть покупать, это не очень неудобно. Цель этого упаковочного двора — это облегчить работу самих сельхозпроизводителей. И когда кому-то что-то надо купить из молдавской продукции, они не будут искать самого сельхозпроизводителя, а будут обращаться в этот упаковочный двор. То есть фактически этот упаковочный двор будет реализовывать продукцию сельхозпроизводителя. Это очень хороший проект. А где это будет, скажите? Ну, застряли мы, это планируется, я могу ошибиться, но, по-моему, в свободной экономической зоне. Вот я про что хотел сказать. Значит, столкнулись с такой проблемой опять оплаты этой контрибуции. То есть мы не можем тронуться. Стоимость этого проекта, чтобы вы понимали, более 22 миллионов лей. И есть уже, значит, региональное развитие нам выделяет эти деньги. Но все, что мы должны, это выплатить контрибуцию. Примария сегодня не может это сделать. Мы просим гагаузских властей, вот лично примар несколько раз ходил, общался, активные советники, значит, были и пытались объяснить сегодня руководству Гагаузии о том, что это очень важный проект, но, к сожалению, мы пока понимания не получили. Но в Камрате есть депутаты Народного собрания, камрадские. Обращались и к депутатам, я вам скажу больше, если взять процентом отношений, очень много депутатов Народного собрания именно камрадчане. Но пока не получаем нужного внимания. Понятно. Вы чуть выше говорили, что есть хорошие проекты для молодежи, но хотелось бы спросить, молодежь — это очень важно для города.
вот есть молодые семьи, да, молодежь все равно подрастает, молодые семьи образовываются, вот для них, что для них строится в плане, выделяются участки, строятся дома, в каких районах, поскольку сотков молодые семьи могут получить, и обратившись, конечно, в примарию с заявлением таким. У нас очень много таких заявлений, Я понимаю, где молодые семьи просят выделить им участок для строительства индивидуального жилого дома. Значит, на каждом совете мы рассматриваем таких заявлений свыше 10-20 каждый раз. Камрат расширяется, и это очень хорошо. Значит, расширяется Камрат и в сторону телевышки. Расширился Камрат и в сторону танка. Теперь расширение Камрата планируется за пределы, вот напротив озера, если вы... Да. Там тоже будут частные дома? Там вообще планируется на первой линии и второй построить какие-то этажные дома. Было бы очень здорово. Да. Затем планируется школа, садик, а потом уже частные дома. И там мы уже проголосовали, по-моему, на прошлом совете или, может быть, на позапрошлом, значит, за то, чтобы начать делимитацию, разграничение границ, чтобы определить этот жилой район. Расширяется район Генчлик, Камрат развивается. И мы по законодательству обязаны просто выдать молодой семье участок для строительства индивидуального жилого дома. Вот здесь есть момент, на котором я хотел бы остановиться. Значит, есть молдавское законодательство, где мы обязаны выделять такие. Но муниципальный совет, я не помню, не готов сказать вам, то ли прошлого созыва, может быть, позапрошлого созыва, приняли положение, где ограничили эти моменты. Ограничили, к примеру, если вы владеете сегодня квартирой, к примеру, то вы по этому положению не имеете права получить земельный участок для строительства. На мой взгляд, это такая социальная несправедливость, потому что вам эта квартира могла достаться и по наследству. Родители, да. Вы могли его приобрести на собственные деньги. Но почему государство не должно участвовать, к примеру, в помощи молодой семье? Но муниципальный совет может изменить это положение? Конечно. То есть вы работаете над этим? Мы пока не работаем, мы только столкнулись с такими моментами. Есть ограничения по возрасту. Допустим, после 45 или после 50 лет, я вот не помню, я это положение так бегло прочитал, значит, вы не можете получить индивидуальный участок. А если человек первый раз в жизни женился в 50, это что, его лишает права получить бесплатный земельный участок для строительства дома? На мой взгляд, вот такие вот моменты, они редко встречаются, но они есть. И я так думаю, что мы эту социальную несправедливость должны убрать, и город должен развиваться. Конечно. Вне зависимости, какой возраст у человека. И расширяете вы на окраины, да? Потому что на окраине в центре уже негде. Да, нужно оставлять, сделать такой вот исторический город, да, что оставлять вот эти дома, которые есть. То есть... Центр перенасыщен, просто перенасыщен. И здесь просто некуда уже, понимаете как? Это только надо что-то ломать старое и строить что-то новое. Если вы заметили, каким образом сегодня Камрат развивается, как начали расти эти этажки, это очень хорошо. Это очень хорошо. Это город живет и дышит. Хорошо. Как часто председатель муниципального совета и примар встречаются и общаются друг с другом? И как вы строите свою работу с примаром города? Какие вопросы, какие проблемы обсуждаете на встречах? И бывает ли ситуация, вот, к примеру, скажем, вы с чем-то не согласны, но вы должны принимать решение, потому что примару это так нужно, да? Вот как строятся ваши отношения? Муниципальный совет и примар? Вы знаете, может быть удивительно. Или примария, скажем. Может быть удивительно, но я вам скажу, у нас сложились очень хорошие отношения с примаром. С самого начала, да? С самого начала. Мы очень часто встречаемся, мы очень часто созваниваемся. Меня приглашают на какие-то совещания. Мы там совместно принимаем какие-то решения,
которые помогли бы городу развиваться. У нас нету никакого противостояния. Мы все, советники сегодня делают для того, чтобы Примария работала свободно, чтобы у них не было никаких моментов. Скажу вам откровенно, за эти 3 месяца у нас ни разу еще не возникли какие-то моменты с примаром, где у нас противоположные. Да? Мы как-то думаем одинаково. Ну, одинаково, наверное, это неправильно будет. Но мы оба за развитие этого города, поэтому тут даже нечего. Хорошо, ну и вы немножко начали рассказывать чуть выше о том, что вот 29 февраля, когда будет заседание муниципального совета, вы заслушаете отчет примара, да? Вот это по командировке. По командировке, да. Это не заслушать работу примара или нет. Это по командировке. Это будет короткое, наверное. Короткий отчет. Да. То есть примар отчитывается, когда требует муниципальный совет? Пока такого не было. Это вот первый такой момент. Но так должно быть. Так должно быть по закону, да. Насколько вот наши граждане могут присутствовать на заседаниях муниципального совета? Значит, в соответствии с законодательством, любой гражданин имеет право. И житель города Камрад и могут присутствовать на совете и задавать вопросы или о чем-то говорить только с разрешения председателя муниципального совета. Я не знаю, что было на прошлых заседаниях совета до меня или как, но на мой взгляд, мы всего за 3 месяца провели 4 заседания совета. И очень конструктивно все было. Присутствовали активисты. Мы им предоставляли слово, они говорили. Если я на одном из начала совета, прочитал положение о муниципальном совете и напомнил советникам, какие у нас права и обязанности, в том числе и для людей, которые решили присутствовать на этом совете. То есть они не должны нарушать порядок. Да. Они должны говорить только тогда, когда им позволено, и нужно говорить коротко, в течение 2 или 3 минут, я уже не помню. Ну и советники должны не забывать, что их избирает народ, и они служат интересам народа, и не позволять себе то, что мы наблюдали на прошлых заседаниях. Еще один такой вопрос, каким образом происходит взаимодействие и работа со СМИ. Есть ли у вас план работы по информированию жителей города не только посредством сайта, муниципе Камрад, но и через средства массовой информации? Как планируется у вас работа? Я начну с того, что муниципальный совет не имеет ни своего веб-сайта, мы не зарегистрированы в социальных сетях, Facebook, или мы не зарегистрированы в этих мессенджерах Viber, WhatsApp или Telegram. Мы пользуемся веб-сайтом Примарии, это kamrad.md. Мы пользуемся социальными сетями Facebook и самой Примария Муниципия Камрад. На площадках. Да, и мессенджеры, Viber, проблемы города Камрад. Любой житель может написать, какие проблемы существуют в городе Камрад, и мы обязательно на это отреагируем. Но вы же понимаете, что не все жители могут и умеют пользоваться, и читать, что там на сайте написано, и многие смотрят телевизор, слушают радио, и нужно взаимодействие через эти площадки тоже. Если вы заметили, все заседания совета транслируются онлайн. Заметили, да. Кроме этого, можно пересмотреть это или в YouTube, или в других веб-сайтах. Все открыто. Тут, какое еще взаимодействие? Будем сейчас чаще ходить на телевидении, выступать по радио. Рассказывать. До сих пор. Очень хорошие проекты, вы рассказали, кто знает про эти проекты. Очень хорошие проекты, которые планируются на 2024 год. Об этом надо говорить, чтобы люди об этом знали.
Ну что ж, Георгий Иванович, я благодарю вас за участие в программе «Тема дня». Напомню телезрителям, что мы говорили сегодня о работе муниципального совета города Камрад. Надеюсь, что Георгий Иванович станет частым нашим гостем и в программе и будет информировать жителей о работе муниципального совета нашего города. На этом мы завершаем программу «Тему дня». Программу провела Елизавета Ротарь. До скорой встречи в эфире. И если у вас есть напоследок, можете обратиться к нашим телезрителям. Уважаемые жители Камрад, Обычно жители к вам обращаются, да? Но, может быть, и у муниципальных советников есть что сказать нашим телезрителям. Я вас просто призываю обращаться почаще при мэрии по тем или иным вопросам. Кто умеет пользоваться сетями, пишите нам по сетям. Кто не может этого сделать, значит, я график советников обозначил. Каждый день с 14 по 15 часов. Один час, да? Каждый один час день находится один из советников. советник, да. Он обязательно вас выслушает, поможет вам. И мы обязательно по тому или иному вопросу примем какое-либо решение. Еще раз благодарю вас за участие в нашей программе и до встречи в эфире.